результате реорганизации Министерства по чрезвычайным ситуациям и его вхождения в состав МВД одной из главных задач органов внутренних дел стало предупреждение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Прежде всего речь идет о пожарах и сезонных паводках, с которыми ежегодно сталкивается страна. В 2018 году осуществлено тушение 13,5 тысяч пожаров и 5 тысяч аварийно-спасательных работ. Сотрудниками органов гражданской защиты спасено более 11 тысяч граждан, эвакуированы из зон ЧС 25 тысяч человек. Заблаговременно проводимые мероприятия позволили смягчить последствия весеннего половодья, не допустить гибель людей и нарушения жизнедеятельности в регионах. Особое внимание уделяется спасению граждан, пострадавших в ДТП. С 2012 года для оказания экстренной медицинской помощи на автодорогах построено 40 трассовых медико-спасательных пунктов. Работа по созданию трассовых медико-спасательных пунктов была начата еще в 2011 году. Предварительно был проведен анализ по дорожно-транспортным происшествиям, по травматизму и смертности на дороге нашей республики для того, чтобы определить наиболее аварийно опасные участки дорог. Трассы пункта вводились в эксплуатацию поэтапно. Первые 12 были введены в 2012 году и постепенно в 2013 и 2014 еще по 14 трассовых пунктов. Таким образом, на сегодняшний день на дорогах нашей республики существует 40 трассовых медико-спасательных пунктов. Медико-спасательные пункты – это очень важный социально значимый проект, исполняемый по поручению Елбасы и в рамках развития государственной программы здравоохранения «Саламатты, Казахстан». Основная их задача – это, конечно, оказание как медицинской, так и спасательной помощи пострадавшим в ДТП. Бригады трассовых пунктов дежурят круглосуточно, работают они вахтовым методом по 15 дней. Был подобран оптимальный состав такой бригады. На сегодняшний день она состоит из 5 человек. Это врач, фельдшер, диспетчер, водитель и спасатель. Основное отличие здесь наших бригад от бригад скорой помощи, что помимо медицинской бригады в состав входит спасатель. Такое включение спасателя было обосновано тем, что оказание экстренной медицинской помощи и спасательных работ должно представлять собой единый комплекс. То есть это позволяет нам как проводить спасательные работы, извлекая пострадавшего из искореженного, деблокированного транспорта, также одновременно проводить медицинские манипуляции и при необходимости эвакуировать, транспортировать пациента в ближайшее медицинское учреждение, где он уже в дальнейшем получит полную специализированную помощь. В зимний период подобные пункты могут использоваться как пункты обогрева для проезжающих автомобилей. Экстренная бригада помогает людям, пострадавшим в замерзающем транспорте, извлекает граждан из снежных заносов и жителей сел, заблокированных в результате снегопадов и подтоплений. В то же время к специалистам поступают вызовы из населенных пунктов доставки тяжелобольных людей и беременных женщин в районные больницы. Бригады выезжают на специальном медико-спасательном реанимобиле, который оснащен современным медицинским оборудованием и, кроме этого, специальным спасательным оборудованием. Можно сказать, что работают трассовые медико-спасательные пункты уже более 7 лет. За этот период ими осуществлено более 9 тысяч выездов, спасено почти 25 тысяч пострадавшим, около 7 тысяч из которых госпитализированы. Кроме этого, трассовые пункты также оказывают медицинскую помощь самостоятельно обратившимся гражданам. Но в первую очередь это, конечно, водители проезжающего автотранспорта, это пассажиры транзитных автобусов. Обращаются и жители близлежащих населенных пунктов с какими-то острыми симптомами заболеваний. За 7 лет работы более 15 тысяч человек уже таких спасено, и около 800 человек из них госпитализированы. Основная задача медико-спасательных пунктов – максимально сократить время прибытия бригад к месту оказания медицинской помощи и сокращения смертности на дорогах страны. Это позволит соблюдать принцип золотого часа, когда пострадавшего можно спасти. Процент смертности по итогам прошлого года сократился вдвое. Это означает, что медико-спасательные пункты – эффективная мера. Реализация данной программы будет продолжена. В ближайшее время подобные пункты помощи появятся в Актюбинской и Жамбылской областях.